В эфире новости экономики на Якутии-24. В студии Нургуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Жителям Якутии, пострадавшим от весеннего паводка, необходимо выплатить в качестве материальной помощи более 81 миллиона рублей. По данным правительства, в зоне затопления находятся 27 населенных пунктов, 1635 дворовых территорий, из них 829 жилых домов. Всего пострадало более 3000 людей. Уже определен ущерб от паводка в Амгинском районе, он составил 288 миллионов рублей. На оказание помощи пострадавшим нужно более 22 миллионов рублей. Списки пострадавших в Амгинском районе уже сформированы, практически завершено составление актов обследования подтопленных объектов. Сегодня специалисты по приемке документов работают в Исмайском, Хангаласском, Татинском районах. Руководитель региона Егор Борисов поручил Министерству труда и социального развития подойти персонально к многодетным семьям и одиноким людям при оказании помощи после последствий паводка. Он также отметил, что федеральная помощь составит от 50 до 100 тысяч рублей на одно домовладение. Каждому пострадавшему будет применяться индивидуальный подход. Для оказания материальной поддержки на восстановление будет озвучена другая сумма. Федеральная помощь составляет от 50 до 100 тысяч. Потом будет материальная поддержка на восстановление. Это уже другая сумма. Но там с учетом опыта работы даем не деньгами, а материалом. Алроса снизила добычу, но увеличила продажи алмазов на 43%. Уровень добычи снизился на 26% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. А объем продаж алмазного сырья составил почти 13,5 миллионов карат. Рост обеспечили за счет реализации порядка 6 миллионов карат запасов. Выручка компании за первый квартал этого года выросла на 58% до 96 миллиардов рублей. Размер чистой прибыли вырос в 2 раза – это 33 миллиарда. Алроса завершит рыночную сделку по приобретению смоленского предприятия по огранке «Кристалл» значительно раньше конца 2018 года. Об этом сообщил журналистам замглавы федерального Минфина Алексей Моисеев. Сделка в целом одобрена, сейчас идет отработка деталей. В первую очередь сейчас проводится оценка «Кристалла» с учетом всех составляющих, как стоимости бизнеса, так и возможных издержек, связанных с его трансформацией. В свою очередь гендиректор Алроса Сергей Иванов счел преждевременным говорить о том, каким именно образом произойдет интеграция с «Кристаллом». Мы так глубоко еще не смотрели с точки зрения организационной формы. Наблюдательный совет примет решение после того, как будут объявлены все параметры аукциона. После этого мы будем смотреть ряд организационно-структурных вопросов, исходя из всей экономики, всех плюсов и минусов. Я думаю, там масса хороших синергий, которые мы видим, но надо еще дополнительно изучить ситуацию, отметил он. В конце апреля наблюдательный совет Алросы признал целесообразным покупку 100% находящихся в федеральной собственности акций «Кристалл». За начало 2018 года в Якутии введено более 173 тысяч квадратных метров жилья, что почти на 14% выше аналогичного периода прошлого года. Как отмечают специалисты, более высокие темпы жилищного строительства обусловлены прошлогодним заделом, когда Якутия ввела рекордный объем жилья на Дальнем Востоке в 634 тысячи квадратных метров. Плановый объем ввода жилья в 2018 году в Якутии составляет 520 тысяч квадратных метров. В рамках инвестиционной программы Якутии в этом году на улучшение жилищных условий граждан предусмотрено более 107 миллиардов рублей. В прошлом году значительный объем жилья построен в рамках программы переселения граждан из аварийного жилфонда, также за счет комплексной поддержки индивидуального жилищного строительства. На 2018 год в качестве приоритетных получателей господдержки на улучшение жилищных условий определены дети-сироты, молодые семьи и жители сельских территорий, сообщила министр архитектуры и строительного комплекса республики Вера Кузакова. Около 3 миллионов рублей взыскали в судах общественные объединения по защите прав потребителей Якутии в 2017 году. За прошлый год в общественные организации обратилось 514 граждан. Составлено 125 претензий в адрес индивидуальных предпринимателей. Общественные организации подали в суды 93 иска, и ими взыскана сумма около 3 миллионов рублей. Всего в Якутии зарегистрировано 14 общественных организаций – в Мирном, Вилюйске, Зырянке, Намцах, Нерюнгри, Ленске, Айхале, Сунтаре и в городе Якутске.
Более 116 тысяч россиян со всех регионов страны подали заявление на предоставление земельного участка в рамках программы «Дальневосточный гектар». Около 46 тысяч граждан уже стали обладателями земли. Больше всего получить дальневосточный гектар желают в Приморском крае. Свыше 40 тысяч заявок. На втором месте по привлекательности находится Якутия, где подано более 20 тысяч заявок. На третьем месте Хабаровский край. Там свыше 17 тысяч заявок. Между тем, на международный конкурс идей и проектов «Дальневосточный гектар» принято более 100 работ из 15 российских регионов. Презентации уже действующих на дальневосточных гектарах проектов, новые идеи по использованию гектаров и модельные бизнес-планы приходят из Владивостока, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Москвы, Московской области, Ленинградской области, Екатеринбурга, Ставропольского краев и других субъектов Российской Федерации. Наибольшую активность проявили жители Хабаровского края, от них поступило 18 работ. Отметим, что автор лучшего решения по освоению дальневосточных гектаров получит 100 тысяч рублей и возможность представить свой проект инвесторам на 4-м Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре этого года. Дальневосточная повестка станет частью деловой программы Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 24 по 26 мая. По итогам 2017 года Дальний Восток стал лидером среди федеральных округов по темпам роста объемов частных инвестиций в экономику региона. Рост составил более 17% при среднероссийском показателе 4%. Причины улучшения инвестиционного климата и перспективы привлечения новых инвесторов в регион обсудят участники панельной сессии «Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций». Петербургский международный экономический форум является признанной авторитетной площадкой мирового уровня для обсуждения важнейших вопросов развития экономики и повышения деловой активности. Отдельное место в программе форума займут вопросы развития и продвижения инвестиционно-привлекательного имиджа Дальнего Востока, подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон Кобяков. Минфин России предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин на 5 лет до 65 лет, для женщин на 8 лет до 63 лет. Подход Минтруда предполагает увеличение возраста выхода на пенсию для женщин до 60, а для мужчин до тех же 65 лет. Правительство приступило к обсуждению параметров и темпов повышения пенсионного возраста. Повышение может начаться с 2019 года. Самозанятых граждан намерены обязать делать выплаты в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Минюст России подготовил законопроект о самозанятых, установив в документе критерии отнесения граждан к этой категории. Документ разработан по поручению президента России Владимира Путина. Также граждане не должны быть зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Виды поддержки, которые предусмотрены для работающих на самозанятых, распространяться не будут. В правительстве подготовят особые меры поддержки для этой категории граждан. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.